Именно так открылся в Чебоксарской детской академии искусств первый межрегиональный очно-заочный фестиваль-конкурс народного творчества «Талантов Перезвон». Он проходит при поддержке Чувашского национального конгресса и Управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары с целью сохранения и популяризации культурных традиций народов России. В очно-заочном конкурсе приняли участие представители из разных городов России – Москвы, Саратова, Смоленска, Самары, Калуги, Тулы, Краснодарского края и других регионов. Ведь задушевные народные мелодии есть во всех уголках нашей страны. Основные цели и задачи – это привлечение детей и людей к народному творчеству. Народные песни, обработки народных песен можно исполнять на разных инструментах. Это в данном фестивале-конкурсе как раз и представлено. То есть здесь дети будут исполнять на фортепиано, на духовых инструментах, на народных инструментах, баян, аккордеон, домбра, балалайка. И также будет представлен народный вокал. Фестиваль вносит большой вклад в сохранение чувашского языка и культуры. И очень радостно, что ребята знают и поют национальные песни. Ведь не зря наша республика зовется краем 100 тысяч вышивок и песен. Конечно же, в каждом регионе России есть свои таланты. Всем известно, Россия всегда была богата талантами как в области науки, искусстве, музыки. И если мы говорим в целом, мы представляем Российскую Федерацию государства, федеративное государство, и она богата многообразием культуры, именно субъектов, которые составляют в целом державу нашу российскую. И есть такое изречение, что именно культура России произрастает именно национальной культурой. Каждое выступление ребят по-своему оригинально и неповторимо. Конечно же, для участников конкурса «Талантов Перезвон» это начало большого пути. Вполне возможно, что кто-то из юных музыкантов в будущем решит поступать в музыкальное училище или консерваторию и свяжет свою жизнь и судьбу с музыкой. Знаете, цель любого конкурса – это выявить талантливых детей, которые хотят, которые могут, и с которыми можно работать и продвигать дальше. Чем больше будет талантливых детей, тем больше они принесут пользу для нашего государства и для города. Юные участники решили представить на конкурс казачью песню. Народная мелодия очень нравится ребятам. Тем, что в ней нужно маршировать. Звучит задушевная народная мелодия, и звон ее разносится во все уголки нашей страны. Как отмечают организаторы конкурса, участие в фестивале юных талантов вызывает надежду на возрождение процветающей, богатой культурными традициями и ценностями российской культуры. Важно продолжать передавать любовь к народному творчеству. Ведь самая главная задача музыки – объединять людей. Елена Яковлева, Анастасия Братцева, Юрий Гурьянов. Жизнь столицы.